Мир вам, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал о недвижимости Дом TJ. Сегодня вашему вниманию мы представим топ-5 будущих проектов Таджикистана к 30-летию независимости республики. Сразу хотим отметить, что это лишь малая часть проектов, готовящихся к 30-летию независимости, коих очень много. Так что, если хотите увидеть вторую часть, то тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите комментарий под этим видео. Если видео вам понравится, то мы обязательно выпустим продолжение. Не будем долго тянуть, поехали! Завершение строительства первого в Таджикистане небоскреба в 30 этажей, который возводится уже более 5 лет на месте бывшего здания главпочтамта в Душанбе, ожидается ближе к празднованию 30-й годовщины государственной независимости. В новом здании планируется разместить все структуры и компании, занимающиеся предоставлением услуг связи, в частности интернет-провайдеры и мобильные операторы. Первые 3 этажа будут служить в качестве автостоянки, так как в центре столицы существуют сложности с парковкой автомобилей. Напомним, к строительству этого здания приступили в апреле 2015 года. Тогда старт работам дал президент республики Эмомали Рахмон, который отпустил в основание фундаментной капсулы с посланием к потомкам. Тогда сообщалось, что это будет не только административный комплекс, внутри разместятся 3D, 5D кинотеатры, кафе и ресторан. На крыше главного здания создадут смотровую площадку, с высоты 123 метров будет видна вся столица. Скоро в Душанбе появится современный, отвечающий международным стандартам красавец-стадион, который может принять крупные международные турниры. Строительство этого объекта было начато в марте 2019 года на участке перед основным корпусом Таджикского национального университета, как говорится, на островке, на площади более 9 гектаров. С тех пор работы на стройплощадке практически не прекращались. Здесь трудятся около 300 строителей в 4 строительных компаниях. По словам строителей, стадион будет состоять из 4 трибун, которые разместятся на 2 ярусах. На первом этаже под восточной и западной трибунами стадиона запланировано строительство раздевалки для спортсменов и судей, душевых и медпункта. Также здесь будут построены тренировочные залы и кафе. Для высокопоставленных гостей будет сооружена специальная VIP-ложа на высоте более 18 метров. Идет строительство отдельных кабинетов для гостей в общей сложности на 448 мест, площадки для гуляний на высоте более 9 метров и другое. Каждая трибуна и часть стадиона будет иметь отдельные входы. Площадь футбольного поля на этом современном стадионе составит 105 на 68 метров. На прилегающей к стадиону территории запланировано создание вспомогательных объектов, а также парковка на 2000 автомобилей. Сад Истиклолият с архитектурным комплексом, символизирующим независимость и свободу, будет возведен в честь 30-летия государственной независимости республики на площади 29 гектаров, который расценится на территории за столичным педагогическим университетом, гостиницей Авеста и Кохи Багдад. Проект символом ТОЧ будет состоять из помоста, центральных, южных и северных ворот, фонтана, водопада, панно, беседок, площадок для гуляний, скверов, декоративных бассейнов с каналами, стоянок и других элементов. В парке будут посажены барбарис, японский кустарник, кизильник, вечно-зеленый самшит, летние и зимние кустарники, садовый жасмин, лианы, другие цветы, кустарники и редкие деревья. Высота комплекса в целом составит 121 метр. Подножие комплекса представляет собой восьмиугольную пирамиду, состоящую из 7 парадных входов. Внутри него будет размещен музей и зал для проведения мероприятий. Новая 5-звездочная гостиница будет построена в столице страны и будет названа Windham Dushanbe Hotel and Resorts и будет состоять из 9 этажей. Для приема гостей будут построены 103 номера с 300 кроватями, в том числе президентский номер, 2 суперлюкса, 20 люксов, 20 полулюксов и 60 стандартных номеров. В ходе создания гостиницы и ее номеров строители будут учитывать принципы национальной архитектуры и восточного стиля градостроительства. На объекте будут построены развлекательно-обслуживающие спа-салоны, 2 актовых зала, 2 ресторана, кафе, ланч-бар, плавательный бассейн, салон красоты, фитнес-оздоровительные центры, точка продажи билетов, банкетный зал, брендовые магазины и автостоянка на 81 машину. Со сдачей этого объекта в эксплуатацию 240 человек обретут постоянные рабочие места. Windham Hotel and Resorts является брендом одной из знаменитых мировых компаний, охватывающей 9200 гостиниц. Она осуществляет обслуживание в более чем 80 государствах на 6 континентах мира.
а 36 гостиниц Виндхэм Групп находятся в государствах-членах СНГ. Гостиница Виндхэм в Республике Таджикистан будет построена впервые. Многоэтажные жилые дома и современные торговые центры развлечений и обслуживания в основном будут построены на улице Садриддина Айни, района Шох-Масура, города Душанбе, начиная от перекрестка проспекта Рудаки до перекрестка улицы Дружбы народов. С 2018 по 2021 года предусмотрено возведение свыше 50 многоэтажных жилых зданий на территории 42 гектаров земли. 19 из них будут построены по двум сторонам главной дороги. Новые жилые и административные комплексы будут построены ведущими строительными компаниями, такими как Сармазил, Авицена и так далее. Большинство сооружений уже находятся на финальном этапе постройки и скоро будут сданы в эксплуатацию. Ну что ж, дорогие друзья, на этом и закончился наш топ. Будем с нетерпением ждать окончания всех запланированных проектов, а также сдачи в эксплуатацию новых сооружений. В этом видео я перечислил лишь самую малую часть будущих проектов, коих очень много не только до 2021 года, но и на последующие года. Так что, если хотите увидеть продолжение, тогда обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео вместе со своими друзьями и обязательно напишите в комментариях свое мнение по поводу всех этих новых сооружений. А также, если у вас есть какие-то предложения или идеи, тогда, опять же, обязательно напишите в комментариях. Если это видео понравится многим людям и наберет большое количество просмотров, то мы обязательно выпустим продолжение, в котором расскажем о всех еще более новых, амбициозных и невероятных проектах нашей страны. Мира и благополучия вашему дому. До новых видео. Пока!